Так. А вот СИЗО Бишкек когда примерно планируется передислокация? Ну, нам ставят очень жесткие сроки, которые до конца года А планируем. что будет на этом месте? Мы не знаем, мы просто передадим это государству, а что будет определяться. ГИК, да, скорее всего? Я Ипотечная не знаю, компания, скорее я всего. действительно не знаю, не Было бы владею этой хорошо, если информацией. Было бы хорошо, чтобы помимо квартир там еще бы хотя бы какая-нибудь зеленая зона, что ли, была. Ладно, такой вопрос. Вот как вот вы выходите из той ситуации, вот многие пишут, лица подозреваемых, когда их сажают, кто не курит, допустим, их сажают с курящими, и им приходится этим всем дышать. Вот как им быть? Ну, у нас обвиняемые, да, вы правильно, да, это в принципе при распределении, по камерному размещению осужденных есть в законе, в частности в данной редакции, есть раздельное содержание. Это касательно статей, пола, там, ранее судимых, это да, судимых. да. Ну, вот как что вы касается выходите из этого? курящих, не курящих, да, мы тоже стараемся чтобы этот момент учитывать. Но не всегда получается, вы сами понимаете, и переполненность, и устаревшая инфраструктура. С этим вопросом, да, мы стараемся это тоже учитывать, потому что, чтобы не доставлять неудобства. Потому что у вас, понимаете, вот мы под стражу заключаем, а люди выходят оттуда больными, некоторые вообще инвалидами выходят. А вот как вы боретесь с тем, что у вас вот сидящие подозреваемые могут звонить с сотовых телефонов, как мошенники, вымогать деньги или там обманывать граждан, переводить туда-сюда эти деньги? Вот что делать ГСИН? Это и в тюрьмах происходит, это и в СИЗО происходит. Ну, об этом мы много говорим, это действительно очень серьезная проблема, которая это же и сотрудники ГСИН делают. Подрывает авторитет. Я с вами согласен, я бы сказал, что мы беспощадно боремся, что мы не только сейчас привлекаем дисциплинарной ответственности, но и у нас есть факты, когда в отношении сотрудников, которые были причастны к проносу, поставке запрещенных предметов в учреждения, в том числе вот этих сотовых телефонов, средств мобильной связи, они привлекаются к уголовной ответственности. И сейчас мы уже подготовили законопроект, который бы усилял ответственность за передачу запрещенных предметов в учреждении. Если там раньше за передачу, например, сотового телефона было административное наказание в виде штрафа, там, по-моему, 17,5 тысяч сомов, то сейчас мы предлагаем, во-первых, увеличить размер этого штрафа, а если повторное, после наложения административного взыскания, то уже к уголовной ответственности привлекать. Ну, надо еще с комплекса смотреть. Ваши сотрудники получают маленькую заработную плату, поэтому коррупция высокая. Вы знаете, можно просто 1000 раз сажать, арестовывать, хоть что делать с сотрудниками ГСИН, но пока мы им зарплату тоже не поднимем, они так и будут. У них, конечно, всегда будет возможность вот это делать. Абсолютно верно, я согласен, нужно смотреть комплекс. Ну вот по зарплате что вы скажете сотрудников ГСИН? По зарплате пока ничего не могу сказать. Нет решения, да, пока? Да, пока нет. Мы ожидаем и надеемся, что решение будет. А как вот обстоит дело с гигиеной в следственных изоляторах? Там душ, мыломойка вообще, на это хоть деньги как-то предусматриваются? Или вообще вот с душем как у них дело обстоит, с туалетом дело обстоит? Потому что жалобы же поступают, что им приходится, я извиняюсь, в сортир ходить в одно место, да, там все вместе ходят. Нет, Дастан Долбач, да, с каждым разом все улучшается, какие-то единичные жалобы возникают, приходят, мы моментально на них сразу, в принципе, реагируем в силу наших возможностей. Да, гигиеническими средствами личной гигиены, мыломоечными они обеспечиваются. Но большей части они предпочитают использовать, если это обвиняемый, если касательно следственных изоляторов, то свое. Конечно, у кого, если нет возможности своей, то мы этого обеспечиваем. В этом плане у нас еще и пересмотр идет для того, чтобы улучшить и материально-бытовое обеспечение, и вещевое обеспечение осужденных и обвиняемых, и продовольственным. Сейчас рабочая группа работает для того, чтобы перечень продуктов для питания, чтобы его пересмотреть, потому что оно не передается два. Да, вот особенно для женщин, вы посмотрите, там гигиенические принадлежности, такие как прокладки, вообще никак не предусмотрены. Да, это мы уже изменения внесли, то ваша коллега Эльвира Джералбековна вносила изменения, давала такой инициативы, мы это проработали совместно с Кабинетом министров, Министерством юстиции, и мы внесли изменения, что да, женские средства гигиены, они вошли в перечень, которым обеспечиваются женщины осужденные и обвиняемые женщины. А теперь подробно расскажите, что у вас происходит вообще в СИЗО? Избивают,
Говорят, что убивают, я не знаю, насколько это подтверждается фактами, но средства массовой информации периодически публикуют, что там какие-то беспредельные вещи происходят. Что там конкретно у вас происходит? Можете сказать? Я понимаю, что это будет только ваша сторона правды, но хотелось бы вот точно от вас подробно услышать, что происходит там вот за последнее время. Ну, Кто умер, кого избили, сколько обратившихся с жалобами? Ну, Дастан Алавач, да, по вот этой ситуации, которые были в СИЗО, да, когда был пик жалоб, ну, надо отметить, что жалобы в основном поступали не нам, а поступали в правозащитные организации, прокуратуру, они все передавали их в спецпрокуратуру. Вот. Да вам, пожалуйста, вы еще и по почкам Да, надаете. сейчас просто я сейчас, Дастан Алавач, я не могу все вот это высказать, потому что это будет, как вы правильно ответили, это будет моя позиция, позиция ведомства. Сейчас бы я ответил бы так, что сейчас органы прокуратуры ведут соответствующую проверку. И для того, чтобы не мешать этой проверке, да, в ее объективности, беспристрастности и всесторонности, я бы, если вы позволите, воздержался бы сейчас от такого более расширенного ответа и предложил бы дождаться результатов проверки, которые органы, надзирающий орган, надзорный орган, наверное, будет представить в ближайшее время.